Вчера в парламенте вот открытая часть вашего заседания комитета, одного и второго было слушание, потом продолжились в закрытом режиме. Понятно, что не обо всем, наверное, вы сможете сказать, но хотя бы немного расскажите, что же было за закрытыми дверями. Ну, понятно, любопытство есть, конечно, у людей, о чем мы поговорили. Естественно, я не могу обо всем сказать, но единственное, что я могу сказать, мы все пришли к мнению, все присутствующие стороны, и те, кто представлял силовые структуры, и парламент в целом пришел к мнению, что нам необходимо укреплять нашу внутреннюю безопасность. Как вы знаете, в ближайшие годы еще мы ожидаем парламентские выборы, и вот эта вакханалия, что была вот на этих выборах, мы больше не допустим. К этому мнению пришли все стороны. Для этого надо провести ряд мероприятий. Непосредственно мы, как парламент, наверное, будем пересматривать многие, законы, ужесточающие такого рода деятельность иностранных политтехнологов. То, что сегодня мы видим, что все, что происходило, это противозаконно. Мы будем усилять, закон. Это, в принципе, помощь нашим силовикам. Ну и самое главное, защитить конституционный строй Абхазии, потому что мы сами должны определять свою судьбу парламента, идущих кандидатов. Они должны своими делами, своим именем, своей программой реальной убеждать людей о полезности их пребывания в Народном собрании. Мы, естественно, президента приняли, мы готовы его поддержать, но не в том плане, что сегодня вот такое разгульное хождение непонятных людей, на которые власть отмалчивается, этого мы не позволим. Но если нужда есть в том, чтобы в вопросах безопасности поддержать президента, в этом плане мы готовы его поддержать. Не только я, вообще, я думаю, весь народ. Но для этого он должен повести соответствующее. В конце концов, он должен кулаком ударить по столу и принять решение, которое будет полезно первым долгом для нашей страны. И, естественно, что будет полезно для нашей страны, будет полезно для взаимоотношений между Россией и Абхазией. Иван Валерьевич, в открытой части вчерашних слушаний вы говорили о том, что готовы передать документы, имеющиеся у вас в службу госбезопасности, в прокуратуру. Удалось ли передать эти документы? Да, документы, необходимые документы, огромное количество бумажных носителей мы с сопровождающим письмом передали и в службу государственной безопасности, и в прокуратуру. Мы готовы электронную версию уже в полной мере передать, если на то будет необходимость у соответствующих служб.